A'удhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Барлық әмдісіні, барлық ұлықлау фақат бір Раббымыз Аллаха Субханаху ва Тағалаға хастыр. Көңіл түрлерінен шыққан салават шарифелеріміз Пейғамбарымыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалямға ерішіп тұрса еді. Дорогие братья, дорогие сестры, иншаллах, продолжим уроки по изучению истории пророков, мир им и благодать Всевышнего Аллаха. И сегодня с вами будем рассказывать историю пророков Худ и пророка Салиха. Худ хам Салих пейғамбардың тарихларын сүйіп кетірбіз. Құр'анда Аллах Субханаху ва Тағала екі сүрәні жібәрә бізге. Бірсі аның Худ, яғни Худ пейғамбар турында, һәм инде Салих пейғамбар турында. Худ Салих инде ол Раббымыз Аллах Субханаху ва Тағала тарафынан жібәрілі Рамл деген жерлікке. Рамл инде ол барханнар, пустынялар, то есть пророк Худ отправляется в ту местность, которая была покрыта пустынными барханами и каменными горами, поэтому была некая сложность в доступе к этой местности. Но, альхамдулилля, в этой местности был прекрасный оазис, поэтому люди, которые жили в этих краях, возделывали землю. И эти земледельцы продавали свою продукцию, поднимая цену очень высоко. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля потихонечку отправляет к этой местности своих посланников. Но самой главной их ошибкой и самым главным их грехом является то, что они отвращаются от Всевышнего Аллаха, от Его единства, да, от Таухида, как говорится. И поэтому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, отправляя своего пророка, говорит им, чтобы он донес до этих людей о том, чтобы они не забывали об единстве Аллаха, и чтобы почитали Его посредством молитвы, почитали Его посредством поста, уразы, и почитали Его тем, что будут оставлять совершение грехов. И, альхамдулилля, пророк Худ приходит к своему племени, собирает свое племя и начинает рассказывать им о том, что Аллах Субханаху ва Тааля избрал его из этого народа. Но, несмотря на то, что Худ был прекрасным проповедником, большинство его сородичей сильно ополчилось на него. И тогда пророк Худ не унывает, он начинает уже потихонечку ходить от дома к дому, увещевая каждого человека, которого он знает и которого он не знает. Но, альхамдулилля, как мы знаем, не все пророки, как пророк Мухаммад или как другие посланники, смогли добиться серьезных результатов, чтобы за ними последовали многие тысячные толпы. Также случилось и с пророком Худом, потому что за ним последовали буквально несколько десятков человек. И в Коране рассказываются слова этих людей, которые сказали: ты пришел, говорит: о, Худ, ты же был хорошим парнем, говорит, ты был хорошим человеком, а сейчас, говорит, начал нести всякую, говорит, бредятину. Зачем, говорит, тебе рассказывать нам о каком-то едином Боге, в то время как наши отцы, наши деды, безнең әбиләр, бабалар, алар һәр вакытта дагы табыналар иде бер үзебезнең гадәти иләһләребезгә. Они поклонялись нашим традиционным богам. И наши традиционные боги, это, естественно, несколько сотен всяких божеств, статуй из камней, из фарфора, которые давали, по их мнению, какую-то благодать, давали какой-то баракят этой местности. И тогда пророк Худ начинает объяснять несостоятельность, шуша иләһләрнең бер мәгънәсезлекләрен, начинает объяснять несостоятельность этих божеств и тем самым обижает этих людей, которые начинают говорить: тебя, говорит, обидел какой-то один из наших богов. На что Худ говорит: никто, говорит, из ваших богов меня не обижал. Говорит, альхамдулилля, говорит, он, говорит, мне не может причинить никакого вреда. Сіздің мына вот ташларыңыз миңа бернинди зарар да китере алмый, бернинди яхшылык та китере алмый. Кайгырмагыз ди, минди әҗри алаллах, минди сездән бернинди акча да эшләргә килмәдем, сезнең миңа бер тиен акчагыз да кирәк түгел, чөнки миңа әҗрне Аллах түлиди. Не думайте, что я пришел заработать какие-либо деньги, что я пришел получить какие-то дивиденды от вас. Нет, говорит, мне Аллах Тааля судный день аджр саваб даст, мне этого достаточно, говорит. На что эти люди, племя пророка Худа,
они говорят, нет, говорит, у тебя есть обида. Ты из-за этой обиды, потому что ты не получил, говорит, уважения среди нас, поэтому, говорит, обиделся на одного из наших богов, и поэтому ты начал вот такое творить. Шул вакытта буларның инде конфликт чыга. После этого у них уже появляется конфликт, который никаким образом не решается. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, суре как раз Худ, рассказывает, что отправляет туда уже свое наказание. И это наказание в виде страшного дождя. Куркыныч бир яңгыр, дауыллы бир яңгыр килә. И люди, которые сначала получают первое наказание в виде засухи, то есть аларның кырылык була бик каты, алар көтеп утыралар, яңгыр кирәк, яңгыр кирәк, яңгыр кирәк безгә дип. Һәм аларның инде ниләре, сихерчеләре, вот их колдуны собираются, делают курбан и ждут, когда Аллах Та'аля отправит им дождь. И когда приходит вот эта туча, огромная, черная, страшная, они думают, что вот меня вот сихерчеләрнең дугалары үткән. Они думают, что вот это их молитва, их этих колдунов дошла. А вот дуга, который делал пророк Худ, не дошел. И поэтому Худ уходит из города, понимая, что это необычный дождь. Рахмат яңгыры түгел, бу газап яңгыры. И поэтому Худ уходит. И на него люди пальцем показывают, вот, говорит, умалишенный. Вот, говорит, у нас была засуха. Вот, говорит, наши боги отправляют дождь. А ты, говорит, уходишь. Ты, говорит, сумасшедший. И Аллах Та'аля говорит в Коране, что этот дождь длился 8 дней и 7 ночей. И это был огненный дождь. И все, кто были там, они, говорит, сгорели, словно сгоревшая трава. То есть следы остались жанган уленнен, калган жанчык кебек кенә кала. То есть остается от них лишь один пепел. И пророк Худ уходит из этой местности. И вот этим заканчивается история пророка Худа. Говорится, что он жил 150 лет, и за ним последовало буквально немножко человек. Так же, как часто мы пытаемся донести до людей, лекции рассказывать, да, 20, 30, 40 человек собирается, остается 3-4. Поэтому это естественно, что иногда человек не добивается результата. Не то, что хазрат. Пророки не добиваются результатов. Приходят к селению, где десятки тысяч человек, а за ними идут всего лишь 3-4. Потому что высокомерие, мнение о том, что лишь твое мнение правильно, что только ты являешься самым правильным, это сгубило самого лучшего из существ Иблиса и выгнало его из рая. Это сгубит любого из нас, который думает, что «минем фикрем дөрес, мин генә сөйләгәне хак» дип. Чөнки хаклык ул Аллаһта, «иннал хакку лиллах». Шулай бит, хаклыкта дагы бөтен хакыйкать ул Аллаһта гына. Без үзебезнекен сөйлибез, без үзебезнекен маташтырабыз, ләкин дә инде төплелекне кыямәт көндә генә беләчәкбез. Итак, история пророка Салиха, она уже намного длиннее, намного интереснее. Говорится, что пророк Салих появился в местности под названием Самуд. Самуд деген кавымда туа. Һәм инде бәләкәй бала булып үсә, шушы авылда яши башлый. Надо, во-первых, рассказать географию этой местности. Эта местность находится также среди пустыни. Да, сегодня это как раз север Аравийской пустыни, Аравийский полуостров, Рубаг-аль-Хали. И вот в этой местности есть местность под названием Петра. И вот в этой Петра, в городе, это уже заброшенный город, в этой городе Петра появляется народ, который отличается от всех других людей тем, что они умеют строить водоканалы. Водоканал, то есть они собирают редкую дождевую воду, которая накапливается после редких дождей в пустыне в специальных резервуарах. Даже сегодня по каналу BBC, National Geographic есть очень много видеофильмов, потому что этот город все еще сохранился. И вот эти огромные резервуары подземные, которые были сделаны тысячелетия тому назад, это чудо инженерной мысли. И вот эти люди собирают воду и начинают продавать эту воду. И, безусловно, появляется своеобразная монополия, богачи пьют воду, купаются в ней, моются в ней, кормят своих лошадей, а бедняки, которые их обслуживают, у них не то, что там помыться,
у них даже попить воды нету, поэтому они ходят грязные, вонючие, и для них каждая капля – это нигмат. А для богачей эта вода всего лишь продукт, который они продают. И вот на фоне этого неравенства у них, естественно же, конечно же, есть большой грех, который называется ширк, да, многобожие. Они поклоняются своим идолам. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля избирает из их рода человека под именем Солих. Хамин Аллах Тааля Солих пейгамбарны сойлап ала шушы кавымнан, хамин да әйтә, син ди аларга барда җиткез, Аллах Тааляның барлыгын, берлеген, аңа гыйбадат кылырга кирәк, аңа тәүбә итәргә кирәк, һәм инде Раббың Аллаһ Таалагә булдыра алган кадәр аның ризалыгына ирешергә кирәк, изге гамәлләр аша. То есть сделай так, говорит, о Солих, чтобы ты довел о том, что Всевышний Аллах, Он един, что Он обратно вас в судный день, говорит, поставит на ноги, вы будете перед Всевышним Аллахом отвечать. И то, что нельзя грешить, и то, что за каждый грех мы должны просить у Всевышнего прощения, и, безусловно, должны творить добро, потому что большое неравенство творится в народе Самуда. И вот таким вот образом пророк Салих начинает ходить по своему городу. Ему в лицо говорят прямо аяты Корана, в которых говорится: мы думали, что ты хороший человек, мы думали, что ты один из нас, а ты, говорит, тут ходишь и объясняешь о каком-то Аллахе, говорит, о том, что надо делить воду. Как, говорит, делить воду? Мы же, говорит, все время, говорит, ее продавали. Твой папа продавал, твой дедушка воду продавал. Ну, Ленин бабайка ушамит, бытуне бір таратырға құша. И никому из богачей это не нравится, эта идея. И поэтому они сильно ополчаются на него и говорят: ни Бога твоего не надо, ни идей твоих не надо. Вообще, говорит, оставь свое дело, говорит, мы тебе, говорит, сейчас деньги дадим, и ты, говорит, уходи. Купи себе дом. На что он говорит: ничего, говорит, от вас мне не надо. Сколько бы вы, говорит, денег мне не дали, свое дело, как пророка, говорит, я не оставлю. И интересно то, что вот этот город Петра, он высечен в скалах, то есть в пустыне, и шушы таш таулар арасында алар долоты белән тише-тише, вата-вата домдар ясаган булалар. Һәм шунда яшәгән булалар. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтеп тә китә, алар үзләренең таш каты йортларында качып яталар, һәм аларны бер нинди дә газап алмас дип фикерлиләр. Они думают, что спрятались в этих домах, и никакое их наказание не возьмет. Ну, как известно, от наказания Всевышнего еще никто не избегал, и поэтому вот это мнение, которым жители вот этой Петры, вот этого народа Самуд, сколько бы ни пытались успокоить себя, что Аллах Та'аля не сможет их взять, им не помогло. Почему? Потому что вскоре на них пришло великое наказание. Но великое наказание Всевышнего, как Аллах Та'аля в Коране говорит, мы никого, говорит, ни на кого, говорит, не отправляем наказание, прежде чем мы не отправляем им назидание. Бер кемне дә без газапламыйбыз, иллә дә мәгәр аларга үзебезнең хәбәребезне җиткезгәнчә кадәр ди. Хәбәребезне җиткезгәч, алар ишеткәч, күргәч, акыл, фикер белән кабул итеп алгач, һәм инде каршы килсәләр, шул вакытта гына газапны җибәрәбез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә үзенең инде мәрхәмәтлелеге турында. Ол кешеләргә мәрхәмәтле һәм бер кемне дә тик томалга гына газапларга теләмим ди. И вот тогда, когда однажды пророк Салих ходил по улице и дошел до рынка, он начал объяснять людям о знамениях Аллаха, что Всевышний дающий свет, Всевышний забирающий этот свет, Он дающий еду, Он дающий воду, Он дающий все вот наши возможности для существования. И тут в толпе появляется один горделивый мужчина и говорит: вот ты, говорит, уже месяцами ходишь, рассказываешь о каком-то Аллахе, о каком-то наказании, о том, что мы должны этого Бога твоего уважать. Да покажи, говорит, хотя бы одно, говорит, мухжиза, знамение. Удиви, говорит, нас. А то, говорит, ходишь, болтаешь, знамение покажи. И запомните, дорогие сестры, братья, что у каждого пророка есть возможность сделать одно такое мощное дуа, да, то есть дуа махбуль, который принимается, да. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалям, это дуа будет делать
судный день. Это называется дуа шафаата, да? Когда он попросит, чтобы Аллах Та'аля простил какое-то количество, может даже, иншаллах, большое количество наших прегрешений, потому что это шафаат пророка. Другие пророки тоже будут спрашивать, кто в этой жизни, кто в будущей жизни, вот это хороший, сильный дуа. И пророк Салих не удержался. Он сказал: давай, говорит, я попрошу Аллаха мухджиза. Я, говорит, попрошу, чтобы Аллах тебе показал назидание. Какое тебе надо? И тогда вот этот гордец поворачивается к скале, которая рядом с рынком, и говорит: вот видишь, говорит, скалу? Вижу, говорит Салих. Сделай так, говорит, чтобы из этой скалы вышла верблюдица. Сможешь, говорит, такое? Салих говорит: а что не смочь? Берет дуа, делает, Раббам Аллах, вот, говорит, попросили вот такое дело. О, Аллах, говорит, не оставь, говорит, без ответа эту мольбу. И тут, к всеобщему удивлению, скала начинает трещать. Треск от скалы сильнейший, и оттуда появляется живая верблюдица. Живая верблюдица. В некоторых изречениях говорится, что она еще хурсаклы была с пузом, да, что у нее еще там был верблюжонок. И появляется верблюдица, огромная верблюдица высотой где-то метров 10-12, и смотрит на всех, и все смотрят на нее. И тут, конечно же, некоторые, естественно, уверовали, а кто не уверовал, у кого было высокомерие по отношению к Салиху, они, наоборот, укоренились в том, что Салих лжец, Салих колдун, вот он нас всех околдовал, вот он сихр күрсәтте. Бу дия таштан чыккан, Аллахның мугҗизасы түгел, бу сихр, безнең күзне буяу гына булды бу дип. Ну, как говорится, договор есть договор. Попросили же показать знамение. Аллах показал. И самое интересное, что когда вот эта верблюдица вышла, она сильно-сильно захотела пить воду. Әдиялер суны күп ішер, шулай бит. Секундасына бір чиләк җибәрәләр алар. Эшкәндә ким дигәндә 1 центнер су эчәргә мөмкиннәр. И тогда эта верблюдица подходит к самому главному колодцу, где богачи продают свою воду, и начинает жадно пить. И вот эти богачи, которые хотели прикалываться, да, поиздеваться, получили на свою голову огромную проблему. Потому что верблюд выпил несколько тонн воды за раз. И тогда Салих поворачивается и говорит: вы же, говорит, попросили? Получите, говорит. Но с одним условием. Один день будете пить вы, люди, а следующий день целый день будет пить верблюдица. Бай кешеден жамағат ақшаны алып болмай, бір тиынлап ала башласаң дағын психо шыға башлайды. И тут то же самое, это их деньги, они продают воду, а тут верблюдица начинает их воду пить бесплатно. Бесплатно. И не ведрами, а тоннами. И тогда, буквально через 2-3 дня, один из жителей этого города, Петры, напившись вина, решает подойти ночью к верблюдице и зарезать ей ноги. Килеп аяғын пышақ белән сыза. Дия ишелеп төшә һәм дияны казап үтерә. И убивает верблюдицу таким образом, закалывает ее. На утро, увидев то, что верблюдицу, которую дал Аллах, в Коране говорится, что это верблюдица Аллаха, пророк Салих говорит, что Аллах Та'аля очень сильно разгневался на вас. И если в течение 3 дней, если вы не найдете убийц, не накажете их, и всем городом не сделаете покаяние, ягни үтерүчеләрне табып, аларны газаплап, жазалап, һәм инде бөтен шәһәр халкы тәүбә итмәсә, Аллаһ Тәгалә шәһәрне юкка чыгара. И город, говорит, Аллах Та'аля уничтожит. И тогда вот эти богачи собираются у себя в штаб-квартире и начинают размышлять, что нам делать. Салих не лжец, у него вышло. Один из них говорит: давай, говорит, покаемся и поймем, что мы ошиблись, и вот этого парня, который зарезал верблюдицу, говорит, сдадим, пусть наказывают. Другой говорит: нет. Мы, говорит, были на религии наших отцов, наших дедов, у нас, говорит, никакого одного Аллаха нет, у нас богов много, и верблюдица, говорит, это зло, Салих это, говорит, зло, он смутьян, он революционер,
его надо убирать отсюда, этого салиха, он все правила, все традиции наши нарушил. И тогда они принимают очень страшные решения, как говорится, 9 человек в хадисе, там говорится, планируют убить салиха. Почему, говорит, все равно, говорит, нас Аллах, говорит, убьет. Газапный шаг, говорит, все равно нас уничтожит. Возможно, говорит, есть шанс. Если без салихна килеп иртерек шенши бутырсек, бәлки Аллаха Тааляга ирешмәс ул ди. Они думают, что Аллах Тааля видит через салиха. И если, говорит, мы придем салиха, говорит, пораньше, говорит, замучаем и убьем, говорит, то салих Аллаху, говорит, не пожалуется, и Аллах, говорит, нас не накажет. То есть логика такая, деревянная логика, ужасная, да? Они думают, что Аллах работает через посредника. Аллах через посредника не работает. Аллах работает напрямую со всеми. Он прекрасно все видит, все прекрасно слышит. И тогда вот эти 9 человек, подготовив кинжалы, идут к дому. И вместо того, чтобы покаяться, попросить прощения и уверовать во Всевышнего, и вот наказать одного человека, который совершил преступление, они решаются на авантюру, которая намного страшнее. Они хотят убить пророка. И когда они подходят к дому Салиха, Аллах Тааля отправляет над этим городом ангела Джибриля, Джабраиль фариштан Джибриля. И в Коране говорится, что Джибриль кричит одним страшным голосом. И этот голос, говоря современным языком, его и не услышать, но в то же время звук убивает человека, ультразвук. И вот этот звук ультразвуком ангел Джибрил кричит, и все люди, которые были далеки от веры, которые не поверили в Салиха, которые не покаялись, все замертво падают. А кто уверовал, альхамдулилля, у него иммунитет, он даже ничего не слышит, как будто ничего и не было. Он просыпается, и в хадисах говорится, что когда Салих с утра проснулся, чтобы выйти на улицу, открывает дверь, перед его домом лежит 9 трупов. Дальше идет по улице, там люди лежат, тут люди лежат. Дома открывает, везде дома люди лежат, мертвые. Бу-Шахар, Лягнет Шахар, это проклятый город. Поэтому Салих, собрав всех верующих людей, уходит из этого города. Поэтому дома нетронутые даже сегодня стоят. Этот город называется Петра, находится он в Иордании. Можете открыть в интернете, кто владеет, этот город есть. Его и в фильмах снимали, и даже сейчас вот эти здания все есть. Но ученые все еще не могут понять, почему город покинут. Город не покинут, город проклят. И страшно проклят. Но сегодня это место туризма. Туда любой человек деньги заплатит, может приехать как турист посмотреть. Даже Пейгамбер, алейхиссалям, даже во время пророка Мухаммада, люди, когда проходили с караваном вместе с пророком Мухаммадом рядом с этой местностью, кто-то сказал пророку: давай, говорит, пойдем, говорит, там заброшенное место, там, говорит, можно найти всякое золото, серебро, говорит. Пейгамбер, алейхиссалям, говорит, ни в коем случае туда не ходите. Аллах, говорит, проклял этот город. И проклял людей, которые там жили. И Салих, говорит, ушел оттуда, и вы туда не возвращайтесь. Нету благого в этом месте. Как вот город, да, Чернобыль у нас же есть в Украине. Там и металлолома много, там и, если покопаться, много чего полезного можно найти. Но город проклят чем? Радиацией, да? И все, кто туда сходят, могут получить такую дозу радиации, что и сами заразятся, и других могут каким-то образом заразить. Поэтому очень страшное место является вот этот город Петра. Возможно, он красив архитектурно. На самом деле там очень красивые архитектурные строения стоят. Но то, что Аллах Тааля обрушил туда наказание за то, что люди попросили показать, Аллах им показал. И в ответ того, чтобы Аллах Тааля буляга деп кабул итеп, тәубә итеп, Аллах Тааляга инанып яшәүгә, алар инде зулум кылганнар. Вместо того, чтобы принять дар Аллаха, понять этот дар Аллаха, покаяться перед Всевышним Творцом, они совершили великое злодеяние. И это злодеяние сделало так, что наказание Аллаха не пощадило никого. Ни детей, ни взрослых, ни стариков. Все, кто были
далеки от того, чтобы уверовать во Всевышнего Творца в эти далекие времена, а это примерно 5-6 тысяч лет тому назад, они все пали замертво. Поэтому пусть Аллах Та'аля убережет каждого из нас. Почему? Потому что Аллах Та'аля тоже каждый раз отправляет нам свои знамения. Возможно, Он из скалы нам не выводит каких-то верблюдов, коров, но Аллах Та'аля часто делает так, что мы можем порой попасть в аварию, а мы спасемся. Может так, что мы можем попасть в какую-то неловкую ситуацию, а там может быть какой-то угроза нашей жизни. И мы должны понять, что Аллах Та'аля не просто так тебя спасает, не просто так тебя ведет. Все идет с глубокими намерениями. Глубокими намерениями чего? Чтобы ты понял, что Аллах Та'аля есть, что Он вечно живой, что Он вечно любящий тебя и ждущий тебя в своей обители, а именно в этом прекрасном здании мечети. И ждет Он тебя не просто так посмотреть по этим прекрасным стенам, а ждет, когда ты опустишь свою голову в молитве, в намазе. И пусть Аллах Та'аля наставит всех нас на прямой путь. Субханаллаху ва бихамдик, ва нашхаду ан ла иляха илля ант, ва настагфируллаха ва натубу илейх.